коллеги из компании «Лид-машина», еще про них расскажу. И если сфотографировали, да? И если вы тоже пробежитесь по этим трендам, если даже вы как бы имеете отношение к онлайну, вы скажете, да, точно, в точку мы ничего не забыли. Ну и как вы обратили внимание, наверное, один из трендов это growing, и давайте вернемся к нему. Но до того, как я вернусь к growing, я еще раз хочу вам показать историю и необходимость, важность, необходимость работы с факторами X-роста. Что вам нужно сделать? Вам нужно сделать то, что, опять же, у меня есть правило, делай то, что проповедуешь, проповедуй то, что делаешь. Если я вам что-то рассказываю, я это делал. А если это сделано, я имею право это рассказать. Вот видите, я вас призываю к тому, чтобы вы наложили эти факторы X-роста на свой собственный бизнес. Но я это сделал. Вот смотрите, вы видите, прямо сейчас реально один из моих бизнесов. X-лидера у нас нет, X-рынка у нас нет, ресурсы у нас есть, формула успеха есть, смыслы есть, стратегии нет, драйвер роста знаем, клиенты знаем, конкуренты знаем, тренды знаем, мы их даже задаем, а роста у нас нет. Как вы думаете, почему? Ответ очень простой. Нет стратегии, нет лидера, нет рынка. Ну и, собственно, как один из основателей, я должен что-то с этим делать. Проблема только в том, что когда у тебя несколько бизнесов, ты прям реально не знаешь, за что хвататься. Но проблему понимаю. Ну что ж, переходим к гроуингу. Здесь мы будем говорить о так называемом наборе инструментов с точки зрения метода меню. Тогда, когда у вас очень много всего, вы делаете что-то на верхнем уровне, и это называется меню. Вот метод меню – это когда широкими мазками вы показываете большой продуктовый портфель. И вот что у нас здесь широкими мазками? Вы видите два универсальных инструмента, и потом идет зеленая подложечка и синяя подложечка. Вот зеленая и синяя подложечка обусловлена тем, что я сейчас смотрю на маркетинг с двух разных точек зрения. Вообще, на самом деле, на маркетинг, когда ты смотришь, есть, кстати, уж если я к вам приехал, давайте я сделаю доброе дело, маркетинг. Значит, слово маркетинг можно произносить с точки зрения русского языка, и маркетинг, и маркетинг все одинаково верно. Просто меня учил в свое время человек, который принес маркетинг в Россию, его звали Игорь Иванович Кретов. 3 человека принесли маркетинг в Россию, это Демидов, Завьялов и Игорь Иванович Кретов, это был мой учитель, и он мне сказал: Игорь, надо говорить маркетинг. Ну, я его послушал, маркетинг. А потом, читая Институт русского языка, выпустил закон, что можно кофе говорить он, оно, и можно говорить маркетинг и маркетинг. Я приезжаю к нему, он уже старенький был такой: Игорь Иванович, вот тут как бы вышел закон русского языка, можно говорить маркетинг. Он говорит: нет, маркетинг. Я говорю: ну вот, Игорь Иванович, вот закон. Он говорит: скажи этим законникам, что маркетинг – это плохой маркетинг. Вот видите, как легко что-то запомнить. Итак, на маркетинге есть две точки зрения. Первая точка зрения – это классический комплекс маркетинга, который описан в любом учебнике. Если вы учились в университете, учились в MBA, на VBA-программе, наверняка услышали модель 4P. 4P – это тогда, когда мы смотрим на маркетинг с точки зрения, вот смотрите, вот это ваш бизнес, и он стоит на 4 ножках. Вот эти 4 ноги – 4P. Product, Price, Promotion, Place of Sale. Продукт, цены, каналы продаж, каналы коммуникации. Если убираем одну ножку, стол уже неустойчив. Убираем 2 ножки, вообще он сразу заваливается. На одной ножке он вообще стоять не может. Поэтому иногда у бизнеса нет 4 ног, и поэтому ваш бизнес заваливается. Вот в хорошем бизнесе все должно быть сбалансировано. Хороший продуктовый портфель, правильные цены, правильный канал продаж, правильная коммуникация. Но многим людям эта модель не нравится. Я объясню почему. Как вы думаете, что в этой модели нет? Клиентов. Ну, только что я вам говорил про то, что самое главное – это клиенты, и в этой модели клиентов нет. Кстати, не я это первым обнаружил, это где-то обнаружили в начале 2000-х годов. Американцам поставили на вид, потому что модель существует с 60-х годов, ее учат, по ней учат студентов. Они такие: ой, сейчас добавим. Ну, попробуйте добавить что-нибудь, если модель называется P, на 4P, а customer – это, клиент – это customer или client, то есть никак, или buyer, то есть никак на P не получается. Они схитрились и сделали модель 4C, и сказали, что это некая эволюционная история модели 4P, где promotion, продвижение становится communication, коммуникации, где place of sale, канал продаж, становится convenience to buy, удобство покупки, и они таким образом сказали, что у нас теперь клиент везде зашит. Ну, это правильно, но сложно. Поэтому я придумал в 2014 году, я был в гостях у Филиппа Котлера, и Котлер мне сказал, что если ты придумаешь что-нибудь очень крутое, обязательно называй это своей фамилией. Вот, я не придумал, как это сделать моделью MAN, но получилась модель Proof.
Значит, что такое proof? Смотрите, вот если вы запомните эту модель, вы раз и навсегда запомните, что такое маркетинг. Если кто-то знает английский язык, proof – это доказательство. Поэтому proof – это, первое, привлечение клиентов. Второе – работа с клиентской базой. Третье – удержание клиентов. И четвертое – возвращение, если вы их потеряли. Все. А все остальное – это инструменты. Ну, даже тот же самый 4P модель, продукты, цены, каналы продаж – это все инструменты привлечения клиентов, работы с клиентами, удержания или возвращения. Но если мы опять посмотрим на мою модель гроинга, то мы с вами увидим, что зеленая подложечка – это классический комплекс маркетинга, а синяя подложечка – это моя модель proof. Кстати, я больше чем уверен, что наверняка, я знаю, что в Якутии очень сильна школа программирования, наверняка много там IT-бизнесов, много компаний, которые работают онлайн. Чтобы вы не скучали, я написал в этом году и книжку Growing Online. Это про то, как быстро увеличить продажи онлайн. По большому счету, это тот же самый месяц. И для того, чтобы вы увеличили продажи онлайн, вы можете улучшить ваш сайт, вы можете найти новые каналы продаж, потому что многие люди не думают про то, что можно подавать через маркетплейсы или даже через социальные сети. Можно улучшить работу с вашей клиентской базой и делать email-рассылки или работать с операторами связи. Можно перехватывать клиентов и конкурентов, предположим, через парсинг. И последнее, можно улучшить привлечение ваших клиентов за счет вашей контекстной или баннерной рекламы, которую можно улучшить. Все. Итак, 22 многим покажется излишним, то есть вот кажется вам, что это 2 слишком много, я вам сразу же покажу, есть еще 8 волшебных таблеток. Если вы как бы вот очень заняты, или вы как бы не верите в маркетинг, или вы думаете, что вам что-то не подойдет, вот эти 8 волшебных таблеток подойдут любой компании, в любой ситуации. И я даже прям буду их показывать вам, вот это вот изображение таблеточки, если вы увидите, значит, это как раз из 22 способов именно та волшебная таблетка, которая вам подойдет. Ну и хорошая новость, практически на каждую волшебную таблетку я успел написать книгу. Единственное, что нету книги про то, как сделать каналы продаж лучше, потому что это должен быть такой многотомник. Но все остальное есть, собственно, книжки будут периодически появляться. Итак, переходим к первому универсальному инструменту, и он же абсолютно подходит для всех бизнесов, неважно какой вы, и для Apple он подходит, и для Якутии он подходит и для какой-нибудь там кофейни, или даже если вы фрилансер, он тоже вам необходим, это позиционирование. Я на всякий случай, чтобы время сэкономить, написал сложность, скорость, стоимость исполнителя, чтобы это не рассказывать вам, и сложность вы будете понимать сложно или просто, скорость, вот за сколько это можно сделать, стоимость, это какие здесь есть размах, а исполнитель, там всякие появляются си-слова, я их вот здесь расшифровал, если вам потребуется, потом на них посмотрите. Итак, что такое позиционирование? В далеких 70-х годах прошлого столетия американцы столкнулись с большой проблемой. У них было очень много продуктов и услуг, похожих друг друга, как агенты Смита из фильма «Матрица». И реально американцы не знали, что с этим делать. И в 1972 году 2 американца, Эл Райс и Джек Траут, которые прям реально оставили себе место в пантеоне славы маркетинговом, Эл Райс и Джек Траут написали статью, а потом книгу, которая стала самой популярной книгой по маркетингу в мире. Она называется «Позиционирование битвы за умы», другое название «Позиционирование битвы за узнаваемость». Кто читал эту книжку? Чтобы вы понимали уровень проникновения маркетинга в Якутии, не переживайте, в других регионах также. Еще раз, можно теперь не читать эту книжку, потому что есть лучшая книжка. Как вы поняли, она моя, я вам чуть позже ее покажу, но она, по крайней мере, проще. Что сказали эти парни, 2 американца? Позиционируют формирование желаемого образа бренда в сознании целевой аудитории, который выгодно отличает его от конкурентов. Вот смотрю я на это определение и думаю, за что ребятам награды дали? Потому что это, конечно, простые слова, но они нереальные. То есть мы не понимаем, что такое бренд, мы не знаем, кто наши конкуренты, мы не знаем, как выгодно отличаться, мы не очень понимаем нашу целевую аудиторию, я вам только их показал. А попасть в сознание и изменить его вообще как это возможно? Поэтому я упрощаю концепцию позиционирования до нельзя. Вы помните, я кандидат экономических наук, но мне всегда все хочется упростить. Смотрите, когда человек принимает решение о покупке, он вспоминает бренды, которые ему нужны. И у него в голове всплывает 3-5 брендов. У профессионала может всплыть и 10. Но так устроен человек, максимум 3-5 брендов всплывает в голове, и это все. Наша задача, как собственников бренда, сделать так, чтобы мы всплывали в числе этих 3-5 брендов, когда что-то выбирают,
желательно быть первым, кого вспоминают, и желательно быть единственным, кого вспоминают. Повторюсь, когда человек принимает решение о покупке, я хочу выпить кофе, и у меня такой хоп, всплывает несколько брендов в голове, где я могу попить кофе великосски. Желательно мы должны попасть в эти 3-5 брендов, желательно мы должны быть первыми, кого вспоминают. Мне часто говорят, что я очень-очень люблю ваши издательства, и на другие даже не смотрю. Прекрасно. Значит, мы выполнили свою задачу, отстроились от других. Вообще, на самом деле, можно еще больше упростить эту концепцию. А для меня позиционирование – это ответ на очень важный вопрос. Это вопрос на 1 000 000 рублей. Может быть, даже на большую сумму. Смотрите, у любого покупателя всегда, особенно в момент принятия решения о покупке и при выборе, крутится следующий вопрос. И главный вопрос – почему вы? И это самый главный вопрос маркетинга. Почему вы? Почему вы? Вопрос задает себе клиент всегда. Он всегда им задается, но не всегда задает вслух. То есть, вероятнее всего, когда к вам приходит покупатель, редко он спрашивает: слушайте, я побывал еще в 4 компаниях, я хочу вам честно спросить у вас, чем вы лучше, чем они. Вот такой вопрос редко кто задает. Но клиент постоянно прогоняет его в своей голове. И мы поступаем глупо, если не даем ему такого ответа. Еще раз, почему вы? Вот что я вам сейчас порекомендую. Возьмите блокноты, возьмите смартфоны и запишите ответ на вопрос, почему вы, в своих блокнотах или смартфонах. Давайте, быстренько. Значит, сейчас аудитория вся делится на 3 группы. Первая группа быстро записала ответ, таких нет. Вторая, сейчас мучительно вспоминает, что там у нас на сайте написано. А третья сидит и вообще не знает, что сделать. И таких большинство. И это плохо. Вы кофейня. Ответьте на вопрос, почему я должен выпить кофе у вас. Вы школа изучения английского языка. Почему я должен отправить своего ребенка или пойти учиться к вам сам? Вы компания, которая оказывает на услуги бухгалтерского учета на аутсорсе. Почему я должен отдать вам свою бухгалтерию? Вы компания, которая торгует запасными частями. Почему я должен купить запчасти у вас? Вы компания, которая организовывает туры по Якутии. Почему я должен выбрать именно вас в сравнении с другими вашими конкурентами? Вот какой самый главный вопрос бизнеса. Почему вы? С него все начинается. Нет, конечно, можно работать в бизнесе долго, но несчастливо. Но вы просто очень много денег не заработали. Потому что клиент приходил к вам, приходил к вашим конкурентам, и почему-то, не находя ответ на вопрос, почему он должен купить именно у вас, уходил от вас к другим. Так, ответ записан. Значит так, есть книга, называется «Почему вы?». В этой книге описано 5 способов, с помощью которых вы можете создать себе